внезапно обрушившаяся стихия нанесла существенный ущерб экономике нашей страны. По этому поводу я вас сегодня собрал. Хотелось бы послушать, что делается на местах для ликвидации последствий этой стихии. Начнем с города Гагра. К сожалению, во время шторма вчера погиб турист 1979 года с города Саратов. Несмотря на то, что Управлением по курорту туризма администрации Гагрского района и сотрудники МЧС по Гагрскому району проводятся работы, и вчера и сегодня работники выходят на набережную, на пляж, предупреждают как местное население, так и прибывших к нам на отдых туристов, хозяев, владельцев, так скажем, набережных, выносной торговли, кафе, заведений, о том, что стоит уделить особое внимание на то, чтобы не допустить людей к воде. Несмотря на это, за всеми не углядеть, у нас получилось так, что один человек утонул. Сегодня с утра также поступила информация, работники МЧС отреагировали, спасли девушку от шторма, не дали утонуть. Что касается именно повреждений, были повреждены две крыши. Это проспект Ардзинба, 135, извините, упал большой эвкалипт, и он повредил крышу. Крыша составляет в квадратном, если в квадратуре говорить, 145 квадратных метров. По предварительным подсчетам, это сумма для восстановления данной крыши около 800 тысяч. Вторая крыша, которая была повреждена от ветра, она сама по себе была ветхая, это тоже частное домовладение по улице Русских Добровольцев. Эту крышу тоже осмотрели, по предварительным подсчетам это около 800 тысяч для того, чтобы восстановить ее. Имели место частичные повреждения линий электроподачи, они были решены еще вчера. После того, как было отключение и пошла подача электроэнергии, произошло возгорание 3 трансформаторных подстанций. Подача электричества она возобновлена, но силами филиала РУП Черноморэнерго сегодня также ведут восстановительные работы именно по трансформаторам. Хотелось бы отметить, что Цандрипская зона, можно сказать, фактически не пострадала. Верхние села, это Мкелрыбш и Сулева, имеются домовладения, это около 2-3 домовладений по каждому селу, где оползневые участки, они в принципе, когда паводки, обильные дожди, там эта проблема существует, но в дома зашли оползневые вот эти вот потоки, так скажем, и нанесли тоже ущерб селами. Вернее, главами данных поселков также было отреагировано. Сегодня все это заактировано, все это будет восстанавливаться за счет районных средств. Мы восстановление крыш берем на себя. И также в селах примем большое участие. Есть там, где реки вышли из своих русел, так скажем, и они повредили некие участки дорог. Это тоже сейчас все просчитывается. То же самое сделаем за свой счет. И что касается именно деревьев, которые у нас обрушились непрерывным ветром, которые были повалены, это все эвкалипты, они живые, эвкалипты не ветхие, но исходя из того, что был сильный ветер, наверное, корневая система, она не выдержала, они обрушились, 6 больших деревьев в городе Гагра упало. Пострадала одна машина, это местный житель, он почему-то не дождался наших работников, с места, так скажем, происшествия он ушел, но я думаю, мы тоже его увидим, обязательно узнаем, какую помощь можем ему также оказать. Что касается линий ЖКХ, высотные дома, секционные дома у нас не пострадали, я имею в виду именно крыши. Проблема возникла с большинством подвальных помещений в этих высотках, а именно получилось так, что вода начала прибывать и подниматься начал уровень до щитовых, что могло сулить замыканием. Некоторые дома были отключены, помпами откачивается вода сейчас в этих подвальных помещениях. Понятно. Вы сказали, снесло крыши в 2 домах, так я понимаю? Одну снесло от ветра, другой пострадал от падения эвкалипта. Да. То, что снесло от ветра, это 140 квадратных метров, примерно. Оценили во что вы? 800 тысяч. Абхазстрой, Тванба. Сколько стоит заменить крышу 1 квадратный метр сегодня? По последним подсчетам 3500 рублей на 1 квадратный метр. Это стоимость материала, цен, стропил, лесов и все остальное. Готовая продукция 3500 рублей примерно. Услышали, да? Да. 140 умножьте на 3,5, на 4, получится немножко меньше. 770 рублей квадратный метр профнастила сегодня стоит вместе. По Гудаутскому району сегодня в связи с стихийным бедствием пострадало 46 домовладений. Это из них секционные 3 дома. У нас получается частично сорвана крыша, это 9-этажка.
девятиэтажное здание, пятиэтажное здание, где сорваны крыши, и частное домовладение. Очень большой урон нанесен в селе Чандара, село Лыхны, по 6, по 7 частных домовладений. Создан оперативный штаб, разбираемся на местах, выезжаем на место. С подачи электроэнергии частично в городе есть электроэнергия, частично по селам, где есть, где нету, электрики занимаются, службы все ЖКХ задействованы, работают, парковая зона в городе, убирают. Аварийно-восстановительные работы когда завершатся? Примерно. Трудно сказать. Мы завершили работы по высотке еще вчера, по Сальнинской лаборатории сегодня, там шишелейка. А вот самые большие проблемы это 10, от 4 до 10. Там большой объем работ. Если по 10 у нас уже представление какое-то есть, по тому, что нам надо делать, то по 0,4, это вот, я думаю, завтра будет какая-то предварительная информация, это вот те сети, которые непосредственно к домам идут. И мы не можем, если даже не готовы уже подать от подстанции, мы не можем их включать, пока не убедимся, что параллельно работа ведется и очистка, пока не убедимся, что эта сеть подлежит подключению, потому что чревато несчастными случаями. Работа ведется везде, просто насколько хватает сил. Мы на этой неделе подведем некоторые итоги. Наверное, тогда будет более подробно вырисована картина, о каких деньгах идет речь. И уже до конца недели мы должны четко знать, какие работы будут выполнены и что у нас останется на следующей неделе, если что-то вообще останется. Это я называю вам щадящие сроки. Повреждены крыши на 4 домостроениях полностью, остальные от 50%, 30%, в одном доме 70%. Ну, квадратные метры рассчитываются, предполагаем, что это где-то 1013, наверное, квадратных метров выйдет. 12-13 тысяч, не должно быть больше. В настоящий момент под риском подтопления в случае дождя 22 дома. На 5 из них ведутся работы, на 2 сейчас завершается, и к вечеру будут еще 5 бригад, из 5 бригад, 2 бригады перейдут на новые объекты. Новые объекты, в смысле те, которые пострадали. Материал для того, чтобы временно обезопасить эти домостроения, он имеется, мы его нашли здесь в городе. Бригады работают, нам Абхазстрой помог тоже бригадой по новому району. Сложность заключается на самом деле по подъему строительного материала на самый верх. Приходится в тех домах, которые были под риском затопления, там отключить электричество. Значит, там даже где были бы лифты, этих лифтов тоже нет, фактически не работают, приходится поднимать вручную. Есть сложности. Значит, что касается частного сектора, подсчеты ведутся. В час дня мы провели оперативный штаб. Те задания, которые давались со вчерашнего дня на оперштаб, они практически на 70-80% выполнены. Это расчищенные дороги, проезжая часть, она была заблокирована, как и республиканские, так и внутренние дороги. Троллейбусные линии очень сильно пострадали. На сегодняшний день у нас информация, 28 опор под троллейбусы повреждены. Значит, скорее всего, нам не придется, я вот сегодня, когда мы ездили, докладывал о том, что придется менять. Мы нашли в другом месте столбы, которые были заменены в свое время. Единственное, работы СОЭС, если сможет перебросить от старых опор на новые опоры своей линии электропередач, то эти опоры мы используем для того, чтобы заменить. То есть существенно может сократиться время восстановления. Значит, в настоящий момент, если уже заканчивать вопрос по троллейбусам, восстановительные работы ведутся по Кудорскому шоссе на маяке, работы завершены. Вот. Значит, расчищаются дороги, восстанавливается уличное освещение. Вот, еще раз повторюсь, по тем домам, где отдельно, даже, вот, допустим, если электроснабжение подано, допустим, в основной части города, если исключить центральную часть, тоже скажу, когда, то, значит, в этих домах, где отключен свет, там он отключен только из-за того, что есть риски подтопления, вдруг, значит, риски замыкания. Что касается обеспечения, значит, электричеством, у нас из густонаселенных остается пока старый поселок,
Вот, частично подали, процентов на 30, наверное, да, все. Остальные пока федера ремонтируются в данный момент. Надеемся, что к вечеру где-то к 20:00, это по максимуму, может быть и раньше, подача электричества туда возобновится. Центральная часть Сухума от Иналы до Красного моста в настоящий момент света нет. Линия ЭПИТ, она сейчас восстанавливается, через 1,5-2 часа она будет восстановлена. Может быть раньше. Будет тоже свет. На улице Чанба, Турбазы практически свет есть. В новом районе еще вчера было восстановлено и было подано электричество. Ситуация на самом деле сложная, сил городских не хватает. Мы попросили Министерство обороны, МЧС, нам помогают. И все вместе, насколько это возможно было на эту минуту, идет работа слаженная. Вы сказали, по предварительным расчетам, примерно около 13 тысяч квадратных метров кровли нужно будет восстанавливать. Я так правильно вас понимаю, да? 13 тысяч квадратных метров. Это один дом многоквартирный в среднем. Какие размеры, Руслан? Ну, где-то от 1000 до 2000 квадратных метров. Самая большая проблема у нас с лесом. Вот то, что он озвучивает цифры, если мы все со всех наших складов соберем, на 1000 квадратов, может, наберем больше, нет, в Абхазии сегодня лес. Я все обошел сегодня. Единственный выход, но потом я предложу, наверное, есть сочинский поставщик, наш постоянный, он на 2-3 тысячи ниже предлагает с привозом сюда, чем местные торгующие организации. Надо будет решать этим вопрос. Медучреждения, хотел бы тоже добавить, республиканская больница работает, подано электричество, инфекционная работает. Вторая городская больница, она пока еще не запитана, но там есть дизель-генератор на самые необходимые вещи. Он не полностью обеспечивает, но частично. То есть пока это вопрос, обещает до конца дня решить сегодня. Без электроснабжения остаются следующие села. Это Дзигута, Верхняя Шира, Гумиста. Остальные села частично запитаны, но нет села, в которой 100% налажено энергоснабжение. Работа очень сложная, местность, рельеф, сами знаем какая. Большая часть трасс проходит через леса. По домовладениям, пострадавшим на сегодняшний день числятся 19 домовладений, из них одна многоквартирное пятиэтажное здание в селе Шера, улица Братьев Изюкбаев, дом 6, общая квадратура кровли порядка 280 квадратных метров, 18 частных домовладений, из них у 4 домов 100% на сегодняшний день отсутствует крыша как таковая. Остальные частично от 50 разного уровня урон нанесен. Вчера, начиная с 7 часов вечера, большую помощь нам оказали сотрудники МЧС. К вечеру, к 12 часам все дороги были расчищены. Более 70 деревьев были свалены на трассу. В основном это трасса аэропортская, которую практически ее невозможно было заметить. Но к вечеру все дороги, где проходит транспортная магистраль, были расчищены. Это вот в основном благодаря службе МЧС, которая у нас дислоцируется, и наши все сотрудники подключились. 13 домовладений частного сектора был нанесен ущерб крышам. То разного порядка. Одна единственная крыша, которая полностью была снесена в частном доме. Мы вчера также к 12 вечера мы пригласили наших коммерсантов, это, вы знаете, вот сацбовцы, они приехали вечером, открыли склады, мы взяли палатки, все дома полностью были перекрыты вот этими палатками, где потребовалось. Где были палатки сельские, мы сельскими палатками перекрыли, удалось сделать так, чтобы ущерб, кроме крыши, имеется в виду инвентарю и мебели, не нанесен. Сегодня уже погода открылась, надеюсь, проще будет справляться. По предварительным подсчетам, это порядка чуть больше 1000 квадратных метров, наверное, крыш у нас в районе необходимо будет поменять. Помимо частного сектора, у нас пострадали 4 многоэтажных дома, 2 дома репатриации. В одном доме еще заселения не было, он еще не принят в эксплуатацию, новый дом, крышу полностью снесло. Во втором доме, это уже давно там живут репатрианты,
процентов 10, наверное, сорвало крышу, но там также вчера Вадим Харази выезжал, взяли, накрыли палатками. Сегодня, я думаю, они сегодня его приведут в порядок, там необходимости вмешиваться, наверное, не будет. А тот дом, который полностью снесло, там проблема. Также в Кацикытской школе процентов 30 шифера переломало. Там шифер старый, еще довоенный, у него шаг совершенно другой. Его, я даже не знаю, как его будут укладывать, это на строители посмотрят, когда приедут. Вот такая ситуация у нас. Что касается энергетики, у нас не столько даже энергетика, сколько проблема с водой, так как Мерхиульская насосная не может работать, воду туда еще не подпитали, со вчерашнего дня воды нету, но, как докладывают энергетики, несколько раз они пытались включить, но к вечеру они, скорее всего, подключат эту подстанцию, и вода будет подана. Это там, где необходима силовая подача воды, это в основном. Со вчерашнего дня свет был в Агудзерах, сегодня уже был частично в Дранду подан, в Нижний Пщап подан. В ряде сел то включают, то выключают, потому как начинает коротить земля, они выходят. Все 3 бригады сегодня работают. По их предположениям, сегодня к вечеру свет будет подан во всем районе. Так, по крайней мере, надеются. Больница работает, потому что со вчерашнего вечера был свет подан в Агудзеру и не выключали. В Агудзеру не выключали свет. В Агудзерах практически ущерб никакой не нанесла стихия, ни одному дому там не помешал. Как-то он частично, в основном прошелся по Каштаку, по Дранде, в верхней части тоже вот Шаумяновка села, верхние села не пострадали. Это в основном Варча, вот 2 девятиэтажки в Варчах, но они там, у них плоская крыша была заливная, как бы после войны шифером перекрывали, вот там, как говорят, поднялись наверх, посмотрели по 15 листов, как-то вот переворошило, видно, и покрыто было как-то, не знаю, как это так получилось. Вообще, если бы можно такое внести, нам бы, наверное, удобнее было вот так, вот одну сторону дома сорвало, там 15 листов. Если сегодня дать 15 листов и дать необходимый материал, в селах есть специалисты, которые, наверное, сами смогли бы. Ну, наверное, будет комиссия республиканская, мы тоже вместе проехались, посмотрели бы. Если материалом людям помочь, они самостоятельно перекрыли бы эти крыши. Другое дело, те многоэтажные дома и школа, там, наверное, уже нужно вмешательство строителей. Значит, на сегодняшний момент известно о повреждении 12 жилых домов. Это села Атара, Гуада, Отап, Кутол, Тамщ, Чгарда и 1 дом в Чамчирах. Ну, то, что касается республиканской трассы Псово-Ингур, были повалены деревья, но вчера силами МЧС, конечно же, большое им спасибо. И населению особенно оказали такую помощь. Все вышли, вычистили дороги, все чисто как. Вот. Подача электроэнергии, 12 сел у нас остаются без света, но частично, где нет полностью света, где полсела есть свет, полсела нету. Но информация постепенно меняется, потому что Черноморэнерго работают ребята, и они все время докладывают рамы результаты. На вчерашний день было хуже, ситуация сегодня уже улучшилась. Больница со светом, но у нас с больницей тоже там проблема. Дизель-электростанцию нужно ставить, свою автономную, потому что ввиду вот такой вот форс-мажорной ситуации без света вся больница остается. На сегодняшний день город Кварчал район от вчерашней стихийной бедствия не пострадал, в принципе. 4 деревья упали у нас по дороге Тхварчал, по селу Тхварчал. Вчера все службы оперативно сработали и были расчищены дороги. Вот. А подача электроэнергии, повредила электроэнергию. Вчера в течение 1,5 часа уже было подано свет. То есть на сегодняшний день в город Тхварчал свет в районах только в Укуме и Бельгиду, там столбы меняют. До вечера, я уверен, до вечера они справятся и свет подадут. В Гальском районе наименее всего пострадал район стихийного бедствия. В селах Аберкет, Махуинджа, Шашиквара, Батайгвара, Хаштаб, Говра были небольшие подняты, по 2-3 дерева.
дома не пострадали. В селе Хяцха на старое общежитие упало дерево. Там проживали 2 человека, Колбаев Себен, Арчавадзе, я неважно. И данный случай является единичным. Практически все линии электропередач, которые были сорваны, пострадал фидер номер 1, номер 5, номер 7, 8, все были восстановлены, электропередачи все в стабильном состоянии. Лев Костевич, как обстоят дела в городе? Чем можем помочь? Звонок поступил с нового фона. Там на самом деле много деревьев повалило. И мы в 3 часа уже дополнительно договорились о уборке и распил остальных деревьев, которые еще не упали, но они в опасном таком ситуации. В любое время мы могли малейший ветер упасть. Поэтому после 3 часов как раз здесь в Сухуми началось. Мы начали по дороге, они уже начали очищать дороги, где повалено. Основной удар мы сделали именно с пляжа, где Мока пляж, и до Киласурского моста. Там невозможно было не проехать. Но мы быстро, в течение 2 часов освободили дорогу. Работа была выполнена. Потом мы уже сами тоже без звонков ездили, где какую возможность, в смысле, где особо сложные места. Вот. Ну, 5:30 поступил сигнал, что кто-то на русле реки Киласур, человек тонет. И я туда в том числе выехал утром, но шторм было около 3 баллов. К сожалению, и катер выгнали, несмотря на то, что были сложности, но ничего не могли решить, личность не установлена, так и мы и не нашли. Утонул, да. Но никто к нам не обращался после того, хотя там было по рассказам очевидцев, что женщина, но никакого обращения нет, личность не установлена. Вот. Ну, по Гагаринскому району, касаемо отдыхающих, было сказано, что там на самом деле вот за сегодняшний день уже 3 вытащили. Вот. В село Ацы человек случайно упал в речку и, к сожалению, погиб, но тело найдено. Вот. Ну, основной сейчас мы проработали в обезьяний питомник, там на самом деле ситуация очень сложная, много деревьев упало, в том числе и несколько обезьян вышли из клеток. Но, в принципе, там работу уже завершают, но в дальнейшем там еще надо будет поработать. Рынок, там тоже ангар, где автозапчасти, там работают, сейчас уже завершили. Парк Курченко, сейчас ведется работа. Ну и где какие моменты, ну, звонки поступают, мы немедленно выезжаем. Сейчас в Аджубжах работают, тоже женщина звонила, там и час дома, и на кладбище упало дерево. И, ну, в принципе, все службы приведены в усиленном режиме, все у нас есть, немножко с топлива я письмо написал, горючего немного не хватает. С тюрьмы звонили, там нет воды, тоже будем сейчас смотреть обеспечение. То есть мы работаем у нас столько, сколько позволяет время, но допоздна. Все необходимые для этого есть. У нас дополнительно мы взяли еще пилы на всякий случай. То есть все для этого есть. Ребята готовы и работают. Городу Петлюнда повалило 15 деревьев больших. Это эвкалипт, сосна, кипарис, акация. Город был парализован, блокирован, можно так сказать. Вот в течение часа усилиями сотрудников администрации, а также МЧС, милиции, сотрудников Черноморэнерго, город был в течение часа разблокирован. Многоквартирные дома не пострадали, частные не пострадали. На 2 машины упали деревья, на машины туристов. Собраны соответствующие материалы, заактированы. В городе Новый Афон было повалено порядка 50 деревьев. Было перекрыто движение автотранспортно. Совместными усилиями городских служб и жителей города и МЧС на данный момент движение восстановлено. По предварительным данным сотрудников участка Гудоводской электросети были выявлены повреждения разного характера. Наибольший ущерб нанесен уличному освещению.
В результате обрыва линий электропередач подача электроэнергии в городе была прекращена. На данный момент по итогам ремонтно-восстановительных работ, проведенных специалистами, подача электроэнергии частично восстановлена. Основные работы еще ведутся. По улицам Курортной повреждены 4 опоры и 2 линии электросетей. Также оборваны линии в районе гостиничных объектов по улице Водопадная. По всему городу оборваны линии уличного освещения, повреждены интернет-линии. Ветром частично сорваны кровли в 5 частных домовладениях, 3 гостиничных объектах и на 1 торговом объекте, и трансформаторная подстанция. Сразу связался со всеми руководителями лечебных учреждений. По Гудаутскому ковидному госпиталю дизель-генератор работал, все прошло в штатном режиме. Значит, по республиканской больнице, значит, также включился дизель-генератор, проблем с этим не было. Дальше, когда только была подача электричества, там были проблемы, связывался с Тимуром Ивановичем Динжоля с СУЭС, но в последующем проблема была решена. Также по другим лечебным учреждениям все штатно. На данный момент все лечебные учреждения работают. А есть лечебные учреждения, которые не имеют резервного источника питания? Есть. Значит, Ачимчирская больница, вот мы вчера как раз с Бесланом Владимировичем там были, вчера на данный момент, запускалась кислородная станция, больница была обесточена, но кислород больные получили. Во второй больнице тоже стоит дизель-генератор, но небольшой мощности, поэтому там не всегда хватает мощности на вторую горбольницу. Сегодня разговаривал с утра в 9 часов со всеми главными врачами, есть действительно сложности, но там, где стоят большие мощности, генераторы, там проблем нету. Мы сразу незамедлительно, после того, как мы поняли объем поражения, как говорится, мы незамедлительно начали докупать и довозить топливо, так как эта проблема, мы понимали, что не решится за несколько часов. Поэтому резерв топлива был незамедлительно подвезен, и дизель-генератор работал штатно. Единственное, сразу хочу сказать, что мы усилили дополнительными постами и место хранения вакцин, так как вакцины хранятся при минусовой температуре. Дизель-генератор также штатно был запущен, он работал. Вот я связывался незамедлительно с Левом Константиновичем по поводу того, что если даже не произойдет какая-то ситуация со сбоем дизель-генератора, мы вот с Левом Константиновичем договорились, что незамедлительно будет доставлен другой дизель-генератор для того, чтобы наши морозильные установки были также включены по резервной схеме. Но не потребовалось, к утру подали электричество, все условия хранения вакцин соблюдены. Незамедлительно там присутствовали люди, и они дежурили до утра. На самом деле, республиканский штаб создавать нет смысла. Так. Достаточно аппарата. Вчерашний день показал, что главы администрации на местах смогли организовать эту работу. Сейчас остается одно, никто из них об этом не сказал, финансовая нагрузка на все районы для них очень тяжелая. Ни один район самостоятельно ничего не сможет сделать. Разве что даже если город Сухум будет пытаться из своих средств, но это невозможно. Потому что те цены, которые сегодня установились на рынке металла, на рынке делового леса, они практически в 2 раза превышают цены, которые были еще несколько месяцев назад. И эта информация предварительная, если 95 частных домовладений и 57 высотных домов, ну, это так средняя цена, около 5 миллионов будет большой высотный дом. Хотим мы этого или нет? Да, мы выведем квадратуру, и вот 3,5 тысяч, да, примерно 4, так это обходится? Только по городу Сухум, если 12 тысяч, это получается около 50 миллионов только по Сухуму, так? Конечно, и то это предварительно, тут все пока в пользу уменьшения идет разговор. Все придется, к сожалению, там и доп. Расходы, и степень ущерба крышам еще до конца не установлен. Это вот первое. Второе. Трудности связаны с тем, что, к сожалению, сил, которые могут единовременно встать на крыши высотных домов и проводить работы, у нас практически нет. Ни в городе Сухуми, ни в одном районе. То есть нам придется делать по степени повреждений.
ставлю в известность коллег, если вы не возражаете, то мы сегодняшние ваши еще неполные отчеты заберем, на основании этого сделаем общую сводную ведомость и уже будем завозить и металл, и деловой лес, даже под честное слово придется это делать, Александр Георгиевич. Потому что пока будут заключены контракты, пока все процедуры пройдут согласования, у нас к имеющимся проблемам могут добавиться новые проблемы. Это то, что вот касается, значит, крыш. То, что касается энергетики, там ситуация по составлению документов еще сложнее. Им, если до конца недели, как вы сказали, основную часть работы они смогут сделать, это хорошо. Но с поставками необходимого оборудования, с поставками материалов там еще сложнее. Самое ближайшее место, где что-то может быть, это город Краснодар. И то по номенклатуре вряд ли там будет больше 20-30% того, что нам понадобится. В этом нам надо оказать Черноморэнерго большую помощь. То, что касается генераторов, Александр Георгиевич, проще нам сказать, где генераторы, которые имеют соответствующий объем, достаточный для функционирования лечебного учреждения, где они есть, чем их нет. У нас такие генераторы есть в республиканской больнице и в роддоме. Даже в Гудаутском ковидном госпитале имеющийся генератор, он недостаточен для стопроцентного обслуживания этого объекта. Это отдельная тема, очень дорогая. Может быть, мы к ней сможем вернуться там через какое-то время, но единовременно это сделать пока очень сложно. Заявления от граждан индивидуально, они уже несут и в администрацию президента, и к нам, в кабинет министров. Мы все эти заявления будем отправлять вам на места, чтобы не было двойного учета. Предварительные цифры говорят о том, что ущерб нанесен на несколько десятков миллионов рублей. А может, мы дойдем и до сотни миллионов рублей. Это существенные деньги. Это существенные деньги. В связи с этим будет дано поручение правоохранительным органам за тем, чтобы они тщательно следили за качеством работы. Клеймо будут ставить наши строители, свое личное, за выполненные работы автора, чтобы он нам дал повод для того, чтобы его поощрить. Мы будем этому очень рады. С гарантией, чтобы все это было сделано. Расходы тяжким бременем ложатся на бюджет, и они должны быть оправданы качеством выполненных работ. Это первое. Второе. Все заявления от граждан, безусловно, мы будем принимать и рассматривать, и всем по возможности окажем поддержку. Тут можно рассчитывать на мой резервный фонд, он для этого и предусмотрен. Насколько я понимаю, Владимир Владимирович, у нас, скажем так, с небольшим опережением планов мы идем. Так я понимаю, да? Какие-то расходы мы, наверное, можем себе позволить, с учетом того, что речь идет о стихии. В сжатые сроки все это подготовить, насколько возможно. Я вопрос буду держать под контролем. Обрушился мост в Подорском ущелье. Вы, наверное, в курсе. А кто-то выезжал на место? Я готов доложить. Да, давайте. Выезд на место показал следующее. Мост, который обследовался в 2018 году, который после тоннеля из-за подмыва опоры упал. Нам сейчас приступить к его восстановлению практически невозможно. Там нужна крупногабаритная техника, гусеничная, она туда попасть никак не может. Там рядом в радиусе 8-13,5 километров есть 3 искусственных сооружения, которые по своему скелету, они прочные, но оснастка никуда не годится.
речь шла о том, что, может быть, приступить к их восстановлению. Но исследование дороги, которое к ним ведет, показало следующее, что 8 километров дороги предназначены могут быть, после того, как мы эту дорогу восстановим, для проезда машин типа УАЗа, таблеток. Большие машины военные там не проедут, поэтому для пограничников это условия неприемлемые. В связи с этим советы со специалистами показали следующее. Нам нужно на этом этапе приобрести так называемый САРМ, средний армейский мост. Ближайшее место, где они изготавливаются, это город Таганрог. И для того, чтобы нам перекрыть упавший мост, нужно 32,5 метра САРМ. Средняя стоимость нового САРМа этого размера примерно 9 миллионов 200 тысяч рублей. Новый мост. Без доставки. Доставка 3 тралами, это еще 300 тысяч рублей. Ну и выполнение работ. Это самый быстрый, самый удобный вариант. Он будет рабочим, по нему может проехать любая груженная техника, любая военная техника другая. И мы склоняемся к тому, что именно таким образом поступить. Естественно, этих средств в бюджете нет, будем изыскивать каким-то образом. А гидрология реки позволяет такой мост? Этот мост будет работать. Этот мост точно будет работать. Там что случилось? Если после каких-то первых поползновений этого моста убрали бы, значит, образовавшийся остров, который не позволял воде уходить равномерно по всему руслу, а начал бить в одну опору, которая и упала. И САРМ, который мы установим по тому, как это положено делать, он будет стоять очень долго. Ну, с учетом того, что сегодня, грубо говоря, в котле оказались российские, абхазские пограничники, правильно, да? Эта проблема требует быстрейшего решения. Наверное, есть смысл переговорить с руководителем пограничного управления. На связи. Да, переговорить с руководителем пограничного управления. В случае необходимости я готов подключиться, связаться с пограничной службой, с Советом Безопасности, с тем, чтобы эту проблему мы решили вместе. Не исключено, что такой специальный армейский мост может находиться на складах. Но вопрос надо поставить. Обратимся к нашим коллегам. Сергей Юрьевич, надо будет тоже подключиться, посмотреть, могут ли быть в этом ключе нам полезны или пограничная служба, или Министерство обороны Российской Федерации. На этом наше рабочее совещание я закрываю.